Ночной десант на полях республики. Аграрии многие сельхозпредприятия ведут битву за урожай в 2 смены. От зари до зари уборка зерновых идет с опозданием на 3 недели. Уже скошено больше 50 тысяч гектаров земли, но это в 4 раза меньше, чем в прошлом году. Чтобы успеть собрать весь урожай и подготовиться к новому сезону, многие предприятия республики в своей работе используют современные технологии. Какие, выясняла Анастасия Евгеньева. Вот здесь видно все единицы техники, Полесье, комбайны, Акрос, вот, которые прошли, все видно здесь. В агрофирме «Пионер» Канашского района все под контролем. Это стало возможно благодаря компьютерной программе. В режиме реального времени руководитель предприятия может следить не только за передвижением сельхозтехники, но и за параметрами ее работы. А вот в самих комбайнах установили датчики уровня топлива и объема зерна. Когда бункер наполнится на 50%, 70%, 100%, мы это все видим. Вот. Если бункер заполнился, а транспортное средство для перегрузки зерна еще не подъехало, мы это тоже видим. Соответственно, можем принять оперативное решение. Еще год назад это поле считалось заброшенным. Теперь здесь убирают урожай. Почву перед весенним севом обработали по ресурсосберегающей технологии, без применения плуга. Результаты не заставили себя ждать. Самое главное – это меньшие затраты рублей на гектар, да, при производстве продукции, меньшее количество техники нужное, соответственно, меньше нужно механизаторов, меньше нужно проводить самих полевых операций. Урожайность зерновых на новых участках высокая – 48 центнеров с гектара. Однако это зерно еще нужно обработать. Сейчас мы сушим дедовским способом практически, то есть работаем на таку, вот, перебрасываем, если влажность там выше 14%, с помощью зернометателей, вот, работаем с ОВС-ками, то есть ОВС-25. На следующий год на сельхозпредприятии планируют построить зерносушилки и зернохранилища. Это позволит «Пионеру» стать еще и семеноводческим хозяйством. Обработка зерна этим летом, впитавшего в себя немало влаги, вызывает у аграриев тревогу. Не в каждом хозяйстве есть сушилки. На территории Чувашской республики около 125 сушилок. К сожалению, их недостаточно. У нас государственные операторы, это Чувашлевпродукты и Продфонд, которые сегодня принимают зерно. Они могут и почистить, и высушить. Ставки все определены. Сегодня не тот случай, когда мы можем как-то выжидать. Для того, чтобы очереди не создавались, а там вот у нас на всех хлебоприемных пунктах последние дни очереди, да, мы прекратили на несколько дней покупку с других регионов зерна. В планах на будущее у сельхозпредприятия «Пионер» не только собрать урожай и заложить его на хранение, но и параллельно с уборкой начать озимый сев. Для этих работ готовят больше 1000 гектаров земли. Анастасия Евгеньева, Виктор Степанов. Вести, Чувашия.